Зерашимаз хатарскуа коллегатша, яхям, жуар, рейзера, айха гулачи мепысвайт, а комитеты и лапарам, а комитеты и лапарах яхя япхо, а пыза министр, а юнуцка пиуспорта министр Райхаба, киут Роберт Виталий Пам, а прокурор Хада и на Панцапана Зыгзо, Тарба Руслан Борисий Пам, а псна Шартадрат Мацура и на Панцапана Зыгзо, Чич Балхас Анатолий Пам. Хатарскуа коллегатша, и табу пришасвать яхепи айзеразы, яхепи айзерам мепысвайт, жилар рейзерам, а регламент и напрушена айла гаракамцапа, ахера кассой, азарапа, а так ишахтол, а регламент ишахтол, айла парамепахдарц. Яхепи айкширазызку, хыккыс ику, азара, хучик, снова шаверстаху, Ишив дыруэпш, декабрь мзазы, исаз ашыпсызы, абсныжулар айха гылачы, я комитеты и лапара ныме пысваз, абсныжулар депутатша рыбжара иқалаз аймак яхканы иқалайт айч ахысра. Айч ахысра яхканы тахейт абсныжулар депутат Буланзе Вахтанг Владимир Ипа. Ахра Йови, Кварча, Кан Валерий Пан. Ачкера Казаз, Ихатараша Кыргулов, Абсныжлар депутат, Абсныжлар Рейзера депутат, Харазия, Адгур Рафет Ипан. Яхя, Ишах Дурваепш, Аусураку Мепысвейт, Амчра структураку, имя Пыргуй, Ейвейпшим. Аусураку, я аус ачкеура иҟалаз инадҳәаланы. Убри аҟнытә иахьа инырҵауланы, инарҭбааны ҳалацәажәар ҳҭахуп. Иахьа ишаҳдыруа еиԥш хәбаа хәымыз инреиҳаны ицахьеит, иҵит абри аҭагылазаашьа ҟалеижьҭеи. Убри аҟнытә амчра структурақәа имҩаԥырго аусурақәа иҵегьы ҳауаажәлар ираҳартә еиԥш, адепутатцәа ираҳартә еиԥш инырҵауланы ааҭгылара азыҟаҳҵоит ҳәа сгәы иаанагоит. Еиҳараӡакгьы Иначни азгвастар стахуп, псныжла рейзера, а депутатша, ариус, хацкаларада, и шанер мыжва, из банзар, дара за красазгва, усна, и куп апсна, хинкаррадж. Уядеги, язгвастар стахуп, яхя, кутола кыта, ику, ауажлар, а интеллигенция, дара за, агунам зарадер пшвей, абри иқала захтыс, а хацкалара язгна. Уядеги, кутол, Айбашва, ветеранша, Вахтанг Голанзия, Ици Башваз, Ауажлар, Ргунам Дзара, Ахюнткара Ганахала, Ахюнткара и Хабыра Ганахала, Амшла структура Парганахала, Ядер Пшва, Азараква, Рула Шажера, Яхтопхани Сапхазой. Убриакнут Яха, Ашауха Тус, Шахдур Ваепш, а прокурор Хада, Анапхгарайтот, Ейвейпшим, Адсаква, Ейвейпшим азараква, укиргулойт, аус анер заразыхун, авинскопля министр аус бартачапхя, ашартадрат мацура ачапхя, бубриакнут, ахера кахцойт, уйцас, насала шагера мепахгарс. Ажве истойт, а прокурор и хатып, а прокурор Хада Тарба Руслан, Шудзику хатарского депутатша, и абшаразмо, а шпаторишала. Насия жаксхот нас хатала авеистот ачкунехан сфера бахгаразузва. Зеге мрзева вашукцаго париавус. Алачеве все тахпот усехин занешо и ашачакой гасташа. Высчилась хот. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия расследуется уголовное дело номер 324/816, возбужденное 21 декабря 2024 года в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Харази Адгура Рафетовича по признакам преступления, предусмотренных пунктом Е части 2 статьи 99, части 3 статьи 29, пунктом Е, части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. То есть по факту умышленного убийства общеопасным способом депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, Голландия,
и покушение на убийство общеопасным способом депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча. Значит, по данному факту было возбуждено уголовное дело 21 декабря. Сам факт имел место 19 декабря. Значит, вы понимаете, что в связи со статусом депутата и особым порядком производства расследования уголовного дела мы, значит, обратились в Верховный суд и в парламент, и дано было согласие на возбуждение. По делу собрано много материала, уже набирается около 5 томов. Сам, значит, Харазия скрылся с места происшествия, это вы все знаете. Проведены много следственных действий, экспертизы назначены, на часть из них получены ответы. Есть еще много мероприятий, значит, которые необходимо проводить. Более детально, подробно по делу может рассказать начальник следственной части Генпрокуратуры Амичба. Уважаемые депутаты, предварительным следствием по настоящему уголовному делу установлено на сегодняшний день и выполнены следующие следственные процессуальные действия. Так, 19 декабря 2024 года, примерно в 13 часов 10 минут, в зале заседания Народного собрания парламента Республики Абхазия в ходе заседания Комитета Народного собрания по экономической политике, реформам и информационным технологиям по обсуждению законопроектов в сфере запрета использования оборудования по добыче майнинга криптовалют произошел конфликт между депутатами Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварчаканом Валерьевичем и Харази Адгуром Рафетовичем, в ходе которого депутат Харазия на почве внезапно возникшей личной неприязни из имевшегося при нем огнестрельного оружия, пистолета неустановленного образца с целью совершения умышленного убийства депутата Кварча общеопасным способом произвел не менее 4 выстрелов, вследствие чего находившийся на линии стрельбы депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Галандзе Вахтанг Владимирович получил огнестрельное ранение в левую боковую поверхность грудной клетки, от которого скончался. Депутат Кварча сквозное огнестрельное ранение мягкой ткани головы, сквозное внутрисуставное огнестрельное ранение левого плеча. После совершенного преступления депутат Харазия скрылся с места происшествия, не доведя свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам ввиду своевременно оказанной медицинской помощи Кварча. 22 декабря 2024 года подозреваемый Харазия органом предварительного следствия объявлен в розыск, исполнение которого поручено Управлению уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия и Службы госбезопасности Республики Абхазия. После совершения указанного преступления 19 декабря 2024 года следственные органы выехали на место происшествия. По результатам был произведен осмотр места происшествия по зданию Народного собрания парламента Республики Абхазия, в ходе которого были обнаружены и изъяты пятна с образцами вещества бурого цвета, похожие на кровь, множественные микрочастицы волокон ткани, 2 стрелянные пульсы и 4 гильзы, которые были органом предварительного следствия изъяты и упакованы как того требует законодательство. Заключение баллистической экспертизы по изъятым в ходе осмотра места происшествия 4 гильзам установлено, что они являются пистолетными патронами образца 1951 года, калибра 9х18. Были стреляны из оружия соответствующего калибра. Гильзы представлены на исследовании, идентичны между собой и стреляны из одного экземпляра оружия соответствующего калибра. 19 декабря произведен осмотр трупа Галандзе с участием врача-хирурга Какали, в ходе которого установлено, что по задней подмышечной левой линии обнаружено повреждение, ушитое 4 швами, предположительно входное отверстие. По задней подмышечной правой линии обнаружено повреждение, ушитое 4 швами, на момент осмотра предположительно выходное отверстие. 19 декабря 2024 года органом следствия назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет исследования трупа Галандзе и назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении Кварча. 20 декабря произведена выемка насильных вещей Галандзе и Кварча, по которым органам следствия произведены токсикологические и биологические экспертизы. 23 декабря у свидетеля Кварча
изъята стрелянная пуля, обнаруженная последняя в верхней одежде Кварча, которая, согласно выводам баллистической экспертизы, является частью патрона калибра 9х18 и была стреляна из оружия соответствующего калибра. Представлены на исследовании пули и две пули, изъяты в ходе осмотра места происшествия, идентичны между собой и были выстрелены из одного экземпляра оружия соответствующего калибра. 30 декабря в ходе производства обыска по месту жительства Харазия, расположенного в селе Бакмаран Гуларбшского района по улице Тгебе, дом 5, были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, автомат М-16, пулеметы РПК системы Калашников, боеприпасы и взрывные вещества. Так, заключением экспертизы установлено, что изъяты в ходе обыска в доме Харазия ручной пулемет Калашникова калибра, автомат американского производства М4 за калибра 5,56 относится к категории боевого нарезного огнестрельного оружия, которые технически исправны и пригодны для производства выстрела, а также патроны в количестве 467 являются боеприпасами и относятся к военным патронам калибра 5,45 образца НАТО и используется в оружии соответствующего калибра. 21 декабря 2024 года в УР МВД Республики Абхазия и УВД по городу Сухум направлены поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого Харазия, а также орудия преступления, маршрута передвижения по пути отхода с места происшествия, на которые получены ответы окон. 24 декабря направлен запрос в службу госбезопасности о получении сведений о пересечении государственных границ подозреваемым Харазия, ответ на который по настоящее время не получен. 30 декабря 2024 года в УР МВД Республики Абхазия, СКБ УВД по городу Сухум направлены поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий на установление местонахождения подозреваемого Харазия, орудия преступления, установление обстоятельств снятия денежных средств в размере 3 миллионов рублей со счета Харазия, открытого в банке Сбербанк Абхазии по доверенности на имя его сына Харазия Нарсом Адгуровича. Цели их расходования, которые получены промежуточные ответы. 14 февраля в УР МВД СКБ УВД города Сухум направлено поручение по оперативно-розыскных мероприятий на установление местонахождения подозреваемого Харазия и орудия преступления, на установление лиц, которые после совершения преступления пытались связаться с Харазия в период с 19 по 22 декабря 2024 года, а также проверки возможности укрытия Харазия в селе Аватхар Гудаутского района, на которые получены промежуточные ответы. 8 апреля 2025 года по результатам прослушивания телефонных и иных переговоров круга близких друзей и родственников Харазия в УР направлены поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление орудия преступления, установление обстоятельств разговора между подозреваемым Харазия и потерпевшим, а также органам представительного следствия направлены поручения о возможном его нахождении в горной местности Аданка, ответы на которые до настоящего времени не получены. В ходе производства предварительного следствия допрошены свидетели, в том числе и сотрудники аппарата Народного собрания, депутаты Народного собрания. И в настоящее время, значит, 19 декабря 2024 года, 30 января 2025 года, 25 марта 2025 года спикеру Народного собрания, значит, направлены письма с просьбой явки в следственные органы для дачи показаний следующим депутатам Ашуба, Джопу, Арштуни и Минасян, которые в настоящее время не явились. По поводу того, кто не явился, да, коллеги наши, до этого допрашивались депутаты? Не, я назвал тех лиц, которые вообще не допрашивались. Есть кто пришел, но отказался в протоколе, что он Понятно. А есть кто вообще не пришел. Поэтому... Сейчас.
Да. Вот, вы говорили о том, что ответ не получен, ну несколько раз, я просто не знаю, от кого должен был ответ быть. Это пересечение границы, Мы нахождение, поручение да? направляем оперативным разыскным органам, и впоследствии они исполняют наши поручения. А, ну, когда вы говорите, ответ не получен, что имеется в виду? В смысле, Ну, просто нет ответа? не исполнен пока в настоящее время. То есть оно может На в стадии работе, да. исполнения, На не этот получены вопрос результаты. Еще с нами было представление в Верховный суд о возбуждении уголовного дела 2 эпизодов по незаконному ношению, приобретению, и так далее, хранению оружия. То есть это в первую очередь это тот пистолет, который он использовал как орудие преступления. А мы на тот момент не возбуждали, потому что мы еще не знали, оно зарегистрировано, не зарегистрировано. То есть это один эпизод. И второй эпизод, по которому в доме у него, в селе Бадмаран, было найдено, обнаружено, изъято большое количество оружия и боеприпасов. То есть вот 2 эпизода. В Верховном суде мы получили заключение. Далее мы направили ваш адрес в парламент. Да, если можно, на это я отвечу, поскольку это касается Конституционного комитета. Ну и на присутствовали, когда, насколько помню, мы обсуждали вообще, насколько будем ли мы еще раз возвращаться к процедуре снятия неприкосновенности. Если помните, тогда речь шла о том, что нет. Потом получается по-новому, уголовному делу опять прислали документы. Сейчас проблем нету. В вашей оперативной работе вообще чьей-то это мешает? То есть со своей стороны мы мешать не будем, оно будет на самом деле. Просто возникли спорные ситуации именно юридического толка. Лишили мы непосредственно неприкосновенности нашего коллегу или не лишили? Он остается депутатом. Поэтому... Нет, неприкосновенность. Тут касается того, что, например, 404 уголовно-процессуального законодательства требует в случае изменения квалификации деяния вновь обращаться к этой же статье и проходить ту же процедуру. Ну да, я помню, если вы помните, здесь было обсуждение, если мы его лишаем, сегодня неприкосновенность, на тот момент. Ну тут ужесточение как как бы... возвращаться, да. Нет, потому что ухудшается его положение. Мы дополнительно возбуждаем 2 уголовных дела и будем объединять. Я Поэтому понял, я вашу то есть точку он зрения обладает полностью статусом понимаю. депутата, и он не лишен. Поэтому он пользуется Да, я не высоким в плане порядком. спора, я вашу точку зрения полностью сейчас закончу. Полностью понимаю. Я просто хотел напомнить, беседа, которая тогда была, мы считали, что одним решением, грубо говоря, мы лишаем неприкосновенности нашего человека. У вас иная позиция. Нет, да. не то, Но что в любом позиция, случае... Уголовно-процессуальный кодекс. Да, я вас понял. В любом случае, с нашей стороны проблем не будет, мы это вынесем. Мы на это рассчитываем. Но я к тому, что, насколько я понимаю, сегодня работать это никому не мешает. Нет, мы и так работаем. Даже вот я об этом все. Уважаемые коллеги, есть вопросы, которые надо обсудить по взаимодействию, по решению этих проблем. Это можно и без комитетского заседания, можно будет эти вопросы, если есть в этом проблема, решить отдельно. Так что я думаю, что в этом направлении... Да. У нас Сейчас, Роберт Витальевич, по следственным поручениям, пожалуйста, расскажите более подробно, насколько это возможно, что можно и что нужно и необходимо. Уважаемый Тимур Адамурович, уважаемые депутаты, в принципе, прокуратура с первого дня, когда это происшествие произошло, соответствующим образом Министерство внутренних дел занимается расследованием, поиском этого совершившего преступления, Харази, соответственно, совместно со службой госбезопасности и другими органами, которые необходимы для того, чтобы сегодня этого человека можно было бы найти, мы все необходимые мероприятия проводим. При этом хочу сказать, что помимо территориальных органов в этом поиске задействованы и наши коллеги из Российской Федерации, которые активно нам помогают. В принципе, в каком формате почти ежедневном мы обмениваемся информацией по возможному пересечению госграницы, по возможному обнаружению по техническим средствам его на территории Российской Федерации. При этом здесь, на территории Абхазии, проводится весь комплекс имеющихся сегодня возможностей службы госбезопасности. Это отдельно они свои будут говорить, но тем не менее служба госбезопасности и Министерство внутренних дел. Более подробно, скажу так, Тимур Адамурович, вы имеете определенную практику оперативной работы, углубляться в некоторые вопросы, к сожалению, мы не можем, потому как они имеют определенную свою специфику. Да. Но могу вас заверить, что работа ведется достаточно активная, есть определенные наработки, серьезные наработки, на которые мы сегодня
опираемся и надеемся, что будет в ближайшее время результат. Очень надеемся. С момента совершения преступления профильные службы, как и МВД, СГБ, занимаются всеми необходимыми моментами получения оперативно значимой информации для установления местонахождения, значит, гражданина Харази. В отношении поручений тоже хотел бы сказать, что действительно с учетом уголовного дела с Генеральной прокуратуры поступают поручения, часть из которых уже выполнены, в отношении некоторых поручений продолжаются мероприятия. В ближайшее время прокуратура получит надлежащий ответ. Ну, относительно пересечения... Пересечение госграницы, насколько я знаю, там был дан ответ. Государственные границы с обоих сторон гражданин Харазия по, значит, получается, пунктам пропуска не проходил. Это на тот период, да? Да. Это данные наших органов? Я могу скорректировать, совместно, да. это официальный ответ, наверное, скорее всего, который был дан прокуратуре, но я обратно же повторяюсь, что мы фактически в ежедневном порядке держим на контроль для пересечения данным гражданином территории, ну, то есть границы с территории Республики Абхазия во все стороны. То есть МВД этим ежедневно занимается, у нас есть свои контакты определенные, это идет в живом режиме, во взаимодействии с непосредственно уполномоченными сотрудниками, которые нам помогают с российской стороны. Фактически все понятно же, что база данных по пересечению, она находится, как говорится, То есть, как я понял, официальный постоянно документ официально направлен. Конечно, мы постоянно проводим проверку, то есть вживую сотрудники связываются, ну и комплекс, другой очень большой комплекс мероприятий, технических мероприятий, которые сегодня у нас в принципе есть в доступности, так скажем, да, он проводится, но если говорить по существу, однозначно за пределы Республики Абхазия в сторону Российской Федерации этот человек пока не выехал, точно знаю. И больше чем уверен, что и в другие стороны тоже. Как бы есть предположение, что человек находится здесь, на территории Республики Абхазия. Обратно же говорю, что наработки есть серьезные, которые имеют определенный гриф. Сейчас разглашать мы их не можем. Но я больше чем уверен, что в самое ближайшее время у нас должен быть результат. По-другому у нас не получится. Я еще раз хотел бы отметить, до нас доходят разного рода, так скажем, слухи и все остальное, как наши сотрудники там пытаются каждый по-своему преподнести информацию о розыске. Но хотел бы, Слава, заверить, что в работе по данному направлению задействована отдельная категория сотрудников, которые, в принципе, для них самое главное – это секрет того мероприятия, которое они проводят. Потому что это очень важно. Любая информация, которая может уйти сегодня от наших сотрудников, она может помешать. Потому что человек, вы понимаете, человек скрывается, он постоянно будет уходить, если будет получать информацию, что мы где-то рядом. То есть для этого обозначено, что со стороны Министерства внутренних дел, что со стороны службы госбезопасности отдельная категория сотрудников, которые уже проверены, изучены соответствующим образом. На самом деле, наверное, самые лучшие специалисты, которые у нас есть. Оперативно-следственные мероприятия, конечно, это очень такой серьезный момент, и без проведения этих мероприятий результатов, конечно, не будет. И говорить о каких-то сроках тоже, наверное, ну, вы как-то примерно по какие-то срока можете обозначить? Вот, Адамурович, говорить о сроках, конечно, здесь, наверное, это некорректно, потому что здесь ситуация, она может быть по-разному. Она может и в течение часа все решиться. Понимаете? То есть, здесь это, я обратно обращаюсь к вам, как к человеку, который имеет большой опыт оперативной работы, и вы знаете, как это выглядит. То есть, как бы я, соответственно, хотел, чтобы это было быстрее, но так не всегда бывает. Не всегда бывает. Но обратно же, если вернемся в характерную, так скажем, черту этого человека самого, от этого тоже много чего зависит. Есть разные люди, конечно же, с кем проще, с кем сложнее. Человек, который мало от чего зависит, так скажем, в жизни, да, вот, с ним работать всегда нам сложнее. Если был бы стандартный преступник, тогда есть определенные, так скажем, у него зависимости были бы.
уже бы давно высунул бы свою голову, как бы сидеть на народном языке. Ну, Есть более- вопросы? Да, уважаемые коллеги. Ну, я еще раз, уважаемые коллеги, хочу к вам обратиться, что именно по этому делу очень серьезно волнение в обществе. И конкретно я и до этого говорил жители села Кутол, а также ветераны войны. И к этому вопросу я уверен, что вы подойдете с большой ответственностью. И, естественно, проведенным оперативным розыскным мероприятием должен быть результат. Кан Валерьевич. Меньше всего мне надо было бы сегодня выступать, но я вот смотрю, слушаю, и такое ощущение, что это такая, знаете, мыльная опера на 300 серий. Бесконечно. Полгода идет, значит, человека не знаю, где он находится, оказывается, только наркоманов можно вычислить, а так обычного человека вычислить невозможно. Оказывается, он не кушает, оказывается, он не пьет, оказывается, он не спит, оказывается, он не одевается, не болеет. Только наркомана можно, да, Витальевич, вычислить, а так нормального человека вычислить невозможно в Абхазии, правильно? Я считаю, что здесь вопрос такой, очень тяжелый. Здесь я, насколько знаю, я лично сейчас не общался, но семья очень возмущена. И понятно, почему возмущена. Здесь общество возмущено. Целого депутата в парламенте расстреляли. Вместо того, чтобы это должно быть первым вопросом, где СГБ, прокуратура и МВД должно все вместе сработать. Даже для того, чтобы во избежание будущих, возможно, последствий, потому что последствия могут быть очень тяжелыми и очень страшными. Потому что в каждой семье, непосредственно кто так или иначе замешан в этом деле, растут молодые люди. 2 сына у меня, 2 сына у Харази, 2 сына у нашего покойного коллеги. Вы что, хотите, чтобы здесь бойня началась, что ли? Вы за полгода человека не можете найти. Вам, когда нужно, вы сразу всех находите. Прямо сразу, неделя, месяц, полгода прошло. Это что такое? Это, во-первых, и для него, наверное, хорошо будет. Отец за сына не может отвечать. Если он даже что-то натворил, так наш коллега, дети его должны спокойно жить, семья его должна спокойно жить. Семья Вахтанга должна быть спокойно жить. Ну, я сейчас вы как-нибудь, ну, если за меня там страна не беспокоится, за Мусин не беспокоится, я сам как-нибудь побеспокоюсь. Но хоть за других подумайте. Вы просто хотите, чтобы бойня произошла. Я могу сценарий, который некоторые здесь зарисовывают, сказать, ну, пока на этом этапе промолчу. Я считаю, что, Адам Урович, как парламент, мы не можем просто сказать, когда вы это завершите. Я думаю, что уже пора, время пришло поставить некие временные рамочки. Да. Потому что это бесконечно невозможно, чтобы это, знаете, вот эта эпопея продолжалась. А потом уже у нас тоже есть некие полномочия по итогам работы наших министров или еще кого-то, я не знаю, кто там будет задействован, тоже какой-то вывод сделать. Я так считаю. Если какое-то другое мнение у коллег есть, если я что-то неправильно говорю, пожалуйста, поправьте, я приму это. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Кан Валерьевич, у нас uzvršaju us, u Gana gara, u Lazače, šukoju lahkavoj, Jana Gud, na Sarije, Ustulak švada, Us Šanah među od Zidije, Sarije Zidina sa Jehija, Šugi, Srđarstva Huk, iz Banzara, nas Wanza Šova Čevizir, a od Šargana Haloma, ветеран Šargana Haloma, Putula Kanta Jaljaz, а интеллигенция Афгана Халума, Юкуб Дарадза, Ихараку, Агунанзерафа, да нас излашавику с Хайчайверан, свои бра Кан Валерьевич Хаджич, нас
иахьа аҭыԥқәа аанкылара аус ашьауӷа ус уаҩҵас ирзадумулозар уаҵәҟьа иахьа инарыгӡо аусбарҭа ҭыԥқәа даараӡа хәыҷык рауацәажәашьа ҽакала иҟоуп, убри аҟнытә аҳәара ҟаҳҵоит жәлар реизара аганахьала, адепутатцәа рыхьӡала, абри аус иахьынӡалшо ахаҵгылара аарԥшны иахьынӡахәҭоу ишахәҭоу аус аҭыԥ анӡы анагара.